Всем привет! Это Кинолания. У нас 10 дней до вручения премии «Оскар». И сегодня на большие экраны выходит один из фаворитов в борьбе за звание лучшего фильма – военная драма «1917». Сейчас расскажем о ней подробнее. 2 золотых глобуса, премии гильдии продюсеров и режиссеров и 10 номинаций на «Оскар». Военная драма Сэма Мендеса «1917» буквально магнитом притягивает себе все кинонаграды и прямым курсом движется к званию лучшего фильма 2019 года по версии киноакадемиков. С сегодняшнего дня оценить эту ленту могут и российские зрители. Апрель 1917 года. Мировая война идет уже 3-й год. В обычный день на фронте молодых солдат вызывают к генералу. Им поручают смертельно опасную миссию. Блейк и Скофилд должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит гибель сотен солдат. У бойцов есть карта, винтовки, пара гранат, немного еды и 8 часов, чтобы пересечь нейтральную полосу и дойти до своих. Если приказ не будет доставлен вовремя, мы потеряем 1600 солдат, включая твоего брата. Удачи. 1917 – проект мечта для режиссера Сэма Мендеса. Завершив работу над очередным фильмом про Джеймса Бонда, постановщик взял перерыв почти на 5 лет, чтобы потом представить миру один из самых личных фильмов в своей карьере. Все потому, что прообразом героев фильма 1917 стал дед Мендеса, который во время войны был связистом. Наравне с Мендесом полноправным автором этой картины можно смело называть гениального оператора Роджера Диккенса. 14-кратный номинант на премию «Оскар» создал идеальное военное кино. Главная фишка – это имитация съемки одним кадром, когда кажется, что зритель находится с героями практически каждую секунду их пути. Это создает ощущение полной реальности происходящего и погружает с головой во все ужасы войны. Вообще, снимать фильмы одним планом, без склеек, пытались многие, однако в случае с 1917 на этом построен весь фильм. Перед съемками каждую сцену тщательно репетировали, просчитывали количество шагов, длительность диалогов, создавали локации, продуманные до сантиметра. В такой ситуации права на ошибку не было ни у кого, ни у операторов, ни у актеров. Каждый шаг, каждый вздох наших героев является неотъемлемой частью истории, которую мы сняли единым кадром, чтобы зритель мог лучше это прочувствовать. 3, 2, 1, начали! К слову об актерах. 2 главные роли исполнили молодые британцы. Джордж Маккей, которого вы могли видеть в «Капитане Фантастик» и сериале 11-22-63, и Дин Чайлз Чепмен, которого все помнят по роли Томана Баратеона из «Игры престолов». Зато второпланку отдали настоящим звездам: Колин Фёрд, Бенедикт Камбербэтч, Эндрю Скотт, Марк Стронг, Ричард Мэдден. Не состав, а бомба. 1917 – это эпичное, гениальное кинополотно о 2 днях из жизни английских солдат. На протяжении 2 часов вы будете болеть за героев, переживать с ними каждую секунду. Это фильм, в котором вам обязательно захочется смаковать каждый кадр, поэтому его нужно смотреть на большом экране. Ну а теперь к другим новинкам этой недели. Среди них есть еще один номинант на премию «Оскар», и его тоже нужно посмотреть. И этот фильм – экранизация классического романа «Маленькие женщины». Фильм рассказывает о 4 непохожих друг на друга сестрах и их взрослении. Действие разворачивается во времена гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда. Первая любовь, горькое разочарование, разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни. Сегодня же в кино стартовал фантастический боевик «Кома». После таинственной аварии молодой архитектор приходит в себя в странном мире, лишь частично похожем на реальность. Этот мир существует на основе памяти людей, находящихся в коме, поэтому пространство – это набор из воспоминаний, где любые законы физики могут быть нарушены. Герою предстоит бороться за жизнь, встретить любовь и выйти в реальный мир. В главных ролях Риналь Мухаметов и Любовь Аксенова. Для любителей ужастиков в кино новая версия старинной сказки братьев Гримм «Гретель и Гензель». Лента расскажет о зловещих приключениях легендарных брата и сестры в очарованном лесу. В
поисках еды голодные Грета и Гензель отправляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада. Еще одна новинка – криминальная драма «Идеальная няня». Найти идеальную няню не самая простая задача для молодых родителей, но главным героям повезло, и они нашли женщину, которой готовы доверить и ключи от дома, и своих дорогих детей. У этой строгой, но заботливой француженки богатый опыт, поэтому у супругов не возникает сомнений, что она именно то, что нужно. Однако в душе у этой таинственной незнакомки кроется самая настоящая тьма. В финале мультяшная новинка Playmobil фильм «Через вселенные». Во время игры Чарли и его старшая сестра Марла попадают в мир игрушек. Потеряв там брата, Марла отправляется на его поиски. Ей нужно добраться до Колизея и обезвредить императора Максимуса, агенты которого похищают людей для участия в гладиаторских боях. Но попасть туда можно только через 5 киновселенных: Землю викингов и мир юрского периода, Дикий Запад, волшебную страну и шпионский город. Ну а еще в кино продолжают показывать крутые новинки прошлых недель. Здесь и лихие плохие парни навсегда, и забавный марафон желаний, и жуткий под водой. Сейчас коротко обо всем. Выбор фильма для must-see на этой неделе был максимально очевидным. Мы начали с рассказа о ленте, где двое солдат проходят через всю линию фронта, чтобы спасти более 1500 сослуживцев. Сейчас будем говорить о ленте, в которой отряд проходит через все ужасы войны, чтобы спасти рядового Райана. К сюжету. Капитан Джон Миллер получает тяжелое задание. Вместе с отрядом из 8 человек он должен отправиться в тыл врага на поиски рядового Джеймса Райана, 3 родных брата которого почти одновременно погибли на полях сражений. Командование решило демобилизовать Райана и отправить его на родину к безутешной матери. Но чтобы найти и спасти солдата, отряду придется пройти через все круги ада. «Спасти рядового Райана» – один из лучших иностранных фильмов о войне. Основой для сценария стали реальные истории семей Салливан и Ниланд, которые потеряли по несколько сыновей на войне. Оставшиеся в живых сразу были демобилизованы. Режиссер фильма Стивен Спилберг. Он создал действительно реалистичное, страшное кино о войне, в котором есть и кровавые сражения, оглушающие взрывы и жуткие смерти. Над тем, чтобы это выглядело максимально натурально, работал оператор Януш Каминский. Он, кстати, за этот фильм получил Оскар. Актерский состав тоже не отставал. Главная звезда здесь, конечно, Том Хэнкс, который идеален в любой роли. Из звезд первой величины здесь также Вин Дизель, специально под которого писалась роль, ну и Мэтт Дэймон, который сыграл того самого Райана. «Спасти рядового Райана» – культовое кино. Да, в нем много американского патриотизма, но если забыть об этом, лента мощнейшая. Масштабное кино о войне с крутыми сценами баталий. Идеальный представитель своего жанра. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.